Ассаламу алейкум, приветствую всех на канале инноваций горизонтальных связей. Сегодня расскажу об одной крупной исторической мистификации, можно сказать, глобальном обмане историческом, который совершается в угоду определенных историко-политических интересов европейской историографии. Ну, давайте погружаться, так скажем. Ну, в общем, в истории существует такое представление. Ну, это одна из таких карт, типа старинная, но одна из карт ничего не означает. Так. Типа как представляли себе в древнем мире. В общем, существует представление, что культура бронзового века, которая сформировалась и была в своем зените примерно там до 12-13 века до нашей эры. Охватывала она приблизительно вот такой регион. Ну, это очень грубо, приблизительно я рисую. Ну, грубо, приблизительно охватывала такой регион. То есть здесь это крито-минойская цивилизация, культура, скажем, здесь хетское царство, здесь Египет, здесь Ассирия и так далее. В общем, это были на тот момент цивилизация, так скажем, то есть другой цивилизации, как такой. Это был центр мировой цивилизации бронзового века на тот период. В этом регионе было развита торговля, были, в отличие от всего остального мира, развита письменность, от разных производных. В общем, очень развитая цивилизация, основанная на сельскохозяйственной культуре. Вообще, на мой взгляд, в древности существовало три основные культуры. Это вот непосредственно сельскохозяйственная культура, которая была здесь, ну и в других регионах, но это была основной культура. Потом здесь на востоке, здесь была как бы культура скотоводов, кочевая культура скотоводов. Ну и в Европе это была культура охотников, рыболовов. То есть это самая на тот момент отсталая цивилизация. Вот это была Европа. И что происходит? Примерно точные датировки никто не может сказать, но приблизительно в XII веке до нашей эры, то есть в этот регион, вот в этот регион, где самая развитая цивилизация, развитая культура, развитое сельское хозяйство, большие богатые города, архитектура, просвещение, которое было на тот момент, все развитие. Сюда вторгаются народы моря, так их называют в Европе. То есть они с моря атакуют и вот Малую Азию, и Египет, и территорию, где сегодня там Сирия, Ливан, ну это хетское государство, Египет, все это. Ими атакуются, и они описываются
как бедствие, стихийное бедствие этой эпохи. То есть здесь мы видим вот Микенская, ну, это Крито-Микенская культура, Хеттское царство, Египет, Ассирия. Это был центр, как бы, цивилизации. И описывается, что это варвары а, кровожадные, без какого-либо жалости, без какого-либо смысла, уничтожающие все на своем пути, убивающие женщин, детей, превращающие людей в рабов. В общем, это глобальная катастрофа. Описывается оставшихся источников, описывается вот то, что осталось, наследие этих народов, что это конец света, короче. Это глобальное бедствие, чума, которая пришла с моря, на лодках, на кораблях. И эта чума погубила цивилизацию, эту развитую, процветающую культуру бронзового века. Но как бы истории, как бы историография мировой у нас как бы рулит Европа. И, естественно, все европейские концепты в этом смысле включают дурачка. И все говорят, это какие-то непонятные народы моря, мы никак не можем определить, кто это такие, какие-то там варвары пришли, всех уничтожили, всех сожгли, все разграбили, всех там поубивали. В общем, варвары, негодяи, мерзавцы, и мы не можем понять, кто это такие эти варвары, короче, вот никто не может понять. Во всем мире все историки, археологи, теологи никак не могут разобраться в этой путанице, кто же были эти народы моря, вот они никак не могут их сопоставить, этих народов моря, которые уничтожили эти цветущие сады, цветущие города, процветающую цивилизацию, которая была культом этой цивилизации. В основном это было божество. Они поклонялись быку, очень сильно развит был бык, был развит культ быка. Здесь мы видим этот египетское тоже культ быка. Это бык, который несет солнце на рогах. Он называется, где-то называется Хапис, где-то называется Хафиз, где-то называется Афис. Ну, в общем, разные у него имена. И это культура земледелия. В общем, весь этот регион, весь вот этот развитый регион, цивилизационный регион, вся культура бронзового века, вот эта центральная часть культуры бронзового века, здесь очень развит был культ быка, потому что бык это символ плодородия, на быке пахали, сеяли, ну, сельское хозяйство, и бык это отождествляется в этих культурах, потому что на быке как бы это символ плодородия древнего мира, вот этой мира, вот этой культуры бронзового века. Это в разных, вот ассирийские там быки, у хуритов были там тоже быки хури, шери, то, что вот с ингушским языком тоже как бы ассоциируется утро и вечер. Они
назывались как бы быки Хури и Шери и обозначали утро и вечер. И было такое представление, что бык Хури несет солнце на своих рогах от утра до вечера, а бык Шери, он несет солнце, ну, бык Хури передает, и он несет солнце от вечера до утра в ночи. И сталкиваются эти люди, вот это вот непонятные, неизвестные народы моря, так сказать, они вторгаются в эту сельскохозяйственную культуру, развитую цивилизацию, которая была, ну, они поклонялись как бы одной из их тотемных животных, божество, это был бык. Также мы знаем из еврейской эсхатологии, что они тоже поклонялись быку до того, как дался Моисей, им дал Писание. В общем, рисуются такие картинки, типа, ну, говорится, что народы моря это разные народ, что это как бы какое-то обобщенное название каких-то непонятных разных народов, там перечисляется, может быть, это были эти и эти, там фригийцы, дарийцы и так далее. И под этим всем кроется ложь, которая заключается в том, что очевидно, что народы моря это были греки. Ложь заключается в том, что ну, здесь показано, что вот это Микены, Хетское царство, Египет, ну и все здесь было сожжено, разрушено, уничтожено. Вот пришли, они рисуют такие народы моря, с моря приплыли, там даже есть такие нюансы, найдены археологические артефакты, что в печах разрушенных городов найдены таблички глиняные, на которых написано, что на горизонте появились корабли, это в этот период, примерно 12 век до нашей эры. То есть люди писали на табличках, вот появились на горизонте корабли, там вот это описывают, ложат в печь, обжигают эти таблички, но вытащить они уже не могут, потому что эти вот варвары, которые прибыли на кораблях, они уничтожают, вырезают там все, и это тысячи лет, вот тысячелетия лежало вот в этих руинах, и только сейчас археологи это находят, эти вещи. И есть здесь противоречия, которые не укладываются в головах у европейских историях. То есть это все у них прекрасно укладывается, они не могут этого не знать, но это часть глобальной вот этой лживой историографии европейской, потому что в истории создан такой миф, такое представление, что греки, вот эта эллинистическая культура, она является каким-то там расцветом древнего мира, что древние греки, вот античная культура является основой развития древнего мира, развитием цивилизации. Вот типа вся мировая цивилизация пошла от греков, греки типа и вот европейцы, и от них все пошло просвещение, культура. И поэтому как бы они просто не хотят ассоциировать народы моря, которые являются греками. Это очевидно для любого человека, который хоть немного погружен в историю древнего мира. Они их не хотят ассоциировать с греками, потому что если этих варваров, убийц, этих дикарей народов моря ассоциировать с античными там древними греками,
то вся конструкция великого там просвещения, европейского просвещения на основе древнегреческой культуры, на основе древнегреческой демократии, цивилизации, там какие-то человеческих норм там и так далее, она рушится. На самом деле вот эти вот все истории о развитой греческой цивилизации, это все на 99%, это все, в том числе письменные источники, основная масса, это все мистификация, это все новодел, все основная масса вот этих вещей, которые приписываются древним грекам, это все писалось там в позднее средневековье, это все политика, это никакого отношения к реальной истории не имеет. Греки не были какой-то точкой рассвета, какой-то цивилизационной точкой, не было никакой развитой древнегреческой культуры, это были в своей основе, всю свою историю, это были абсолютные варвары, живодеры, у которых с точки зрения нашей современной морали не было никакой культуры, не было никакой морали. Я говорю, с точки зрения нашей сегодняшней морали, с точки зрения нашей культуры, у них это были абсолютные моральные уроды и дикари, которые умели только разрушать, грабить, насиловать, убивать. Вот это воровство, грабеж, вот все, больше там ничего не было. Ну, им приписывается вот эти все руины, которые приписываются грекам, которые там копаются, там это к грекам никакого отношения не имеет. Греки из этого ничего не построили. Греки участвовали в разрушении этого всего. Выдает, очевидно, выдает эту всю мистификацию, вот эта история как бы Гомера о Трое. Потому что греки как бы штурмовали Трою, это известно. Вот она здесь локализуется, Троя, вот она здесь. И в этот же период, ну, здесь видите датировки 1115, 1111, ну, примерно вот в этих временных рамках на Трою тоже нападает то же самое, они приплывают на кораблях, то же самое они захватывают, грабят, разрушают. Эти там сказки про Елену, там это уже потом все придумано. Ну, это был как бы единый процесс, пришли, как и 1000 лет назад, вот викинги, отсталые, в принципе, цивилизационно отсталые викинги в Европе и до Азии, они на тех же самых ладьях идут, грабят более развитые, богатые культурные общества, и Лондон, и Париж, там, и Киев, и они доходят, там есть история в 932 году, что ли, через Хазар проходят в Каспий, и то же самое, кто интересуется, вот поход викингов там в Каспийское море, почитайте, это то же самое, абсолютно тот же самый почерк убийц, насильников, кровопийц. В общем, те же самые варвары, очень похожи они на и по своему флоту, и по своему поведению, и по всем атрибутам. Вот эти вот те, кто называет народами моря, и те, кто называет древние греки, это очень похоже на вот этих норвежских викингов, которые были 1000 лет назад. Уровень, целеполагание, все абсолютно то же самое. Это те же самые, по сути дела, и по ментальности, это те же самые варвары, викинги, которые ходили грабить и разрушать
там, где жили богатства. А вот эта Троянская война, она как один из многих фактов выдает и не сопоставлять, умудряться это не сопоставлять и задаваться вот во всем мире, вот народы моря, которые египтяне, здесь все описали, это все сохранилось, вот не отождествлять их с греками, это вот часть вот этой глобальной, наглой абсолютно хамской исторической мистификации, которая себе позволяет европейцы в угоду вот такого представления, что Европа это центр цивилизации и так далее. Существуют попытки исторические, то есть до сих пор это было как бы в моде и считалось, что греки являются здесь коренным как бы народом каким-то, они что являются наследниками там микенской, критской цивилизации, что микенцы, минойцы это предки греков, но это тоже абсолютная чушь, это абсолютная ложь, потому что греки это индоевропейский язык у них, это они там в Европе там 3000 лет назад появились, скорее всего, вот эта индоевропейская языковая семья. То есть вот это крито-микенская вот эта вот цивилизация, она пострадала от греков, естественно, более всего. Эти все народы, которые здесь были, жили до греков, были уничтожены, порабощены, превращены в рабов, и их культура была абсолютно как бы разрушена, захвачена в первую очередь, а потом уже как с плацдарма отсюда разрушался весь остальной мир, и сейчас как бы европейская историография пытается доказывать, что греки являются потомками как бы вот этой минойской или микенской культуры, что это одно, что это ничего общего не имеет, это абсолютная чушь. Короче, они никак не относились к строителям этой цивилизации, они пришли и были разрушителями этой цивилизации. Ничего вот этих, то, что говорят, строили, вот что греки изобрели пластику в скульптуре, это все абсолютная чушь, полная, наполнена полным враньем, этого нигде в реальности не существует, это все подделки, могут там говорить про Архимеда, там, вот, который там теорему Пифагора придумал, но никто оригинал этой теоремы Пифагора, который мог бы греческий Пифагор ее написать, не может, потому что у греков не было этих цифр, с помощью которых они могли бы вообще там эту математику сложную какую-то, это у них не было цифр. После них-то римские цифры, даже с помощью римских цифр эта сложная математика, она тоже невозможна, поэтому когда пишется там в квадрате, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, вот этот квадрат 2, вот это арабские цифры, которые в Европе там 1000 лет назад, 1500 лет назад появились, а эти процессы происходили там 3000 лет назад. В общем, это чушь там полная. А вот у греков, вот это, пожалуйста, это греческая культура, и вот греки в своей культуре, они везде борются с быками. Вот видите, вот он как бы мечом режет там горло быку. Все Ясон, Тисей, это огромное количество вот греки как умели, так рисовали. И то, что вы найдете греческое, вот это вот греческое, это из разрушенных зданий, часть вот это из руин вот этих, где были прекрасные покрыты там стены, полы, потолки, изящной плиткой, там больших форматов, удивительные на тот момент, которые существовали. Это, скорее всего, даже остатки
про цивилизации, допотопной цивилизации. Очень много материалов по поводу допотопной цивилизации есть, можете поставить. А вот эти уже очень такие, как бы, ну, так скажем, дешевые, короче, кривые, косые поделки, которые, вот ломалась эта старая плитка, и из нее уже делали, древние греки могли вот из того, что они разграбили, из того, что они разломали, они могли делать вот такие нехитрые, какие-то мозаики, где вот тут, это Геракл, там, один из подвигов Геракла с быком. Геракл, герой, борется с быком. Это домашнее животное, абсолютно мирное. Ну, я говорю, Ясон, Тесей, все такие мифические древнегреческие герои, они борются с быком. Там с Минотавром тоже это как бы бык, потому что у греков эсхатологическая их война, она была вот с этой культурой быка, который был на всем вот этом, во всем регионе вот этого цивилизованного мира, была вот эта культура быка, где обожествлялся бык, где он считался символом плодородия, где он тотемное животное, где он на всех зданиях, во всех фресках присутствовал. И таким образом греки показывают, как они ведут эсхатологическую войну вот, с ипостасью быка, это столкновение цивилизаций. И греки его рисуют там и представляют как Минотавр, там злостный, враждебный. Он для них враждебный, потому что греки это вот агрессоры, варвары, которые пришли разрушать вот эту великую культуру бронзового века, культуру быка. В общем, здесь есть суть. Ну, вот эту вот букву, даже букву они переняли. Греки, у них не было своей, естественно, это был дикий отсталый народ. Они переняли у финикийцев, которые тоже жили в этом регионе, они переняли у них письменность. И буква алеф, которая была изначально писалась финикийцами вот таким образом, и она обозначала голову быка. Алеф это бык на финикийском языке, и они рисовали эту первую букву, в алфавите у них была алеф, потому что, естественно, это было основное у них тотемное вот религиозный культ быка, и они рисовали морду быка, то есть это морда, уши и рога. Ну, греки со свойственной ненавистью к быку, они просто взяли ее, перевернули и стали называть альфа. Это тоже своего рода выражение ненависти, короче, к этой культуре быка. Они таким образом запечатлели это в своей истории. В общем, как это происходило? Дело в том, что если мы посмотрим вот на этот как бы график, или как здесь показано, что здесь берется период от 2500 лет до нашей эры до ну, 2040 здесь прогноз, как бы. Вот здесь посередине это идется как бы от Рождества Христова, как бы 0, а здесь идет вглубь веков, а здесь идет как бы вот наши 2000 лет с этого периода. О чем это? О том, что в основном вот эти глобальные исторические процессы, которые происходят в мире, они причиной их в основном являются климатические изменения. И здесь, если мы возьмем отрезок от, грубо говоря, 1400, 1500, вот 1600, 1500
лет до нашей эры, это как раз вот период расцвета культуры бронзового века, а вот 1200 год, ну, это примерно это время, когда вот эти народы моря, как бы, ну, где-то, может быть, в 1300 году, может быть, они заселились на вот территорию минойцев, микенцев, на острова, потом они через 100 лет там уже начали штурмовать Малую Азию, Египет там и так далее. То есть здесь мы видим периоды климатических оптимумов. Это климатические оптимумы. А это периоды похолодания, то есть это более суровые климатические периоды. То есть вот где-то с периода 1500 лет до нашей эры начинается очередной крупный климатический оптимум, в результате которого растет температура, а рост температуры, это здесь мы видим вот 3 графика, рост температуры, это рост температуры, ну, по столетиям, по годам, это показывается, соответственно, в этот же период, это рост СО2, ну, углекислый газ. И мы здесь видим, совершенно совпадает температурные скачки, они совпадают с скачками концентрации углекислого газа. Ну, это исследуется, берутся там керны ледников, исследуются керны грунта, исследуются по годам, по тысячелетиям. И, ну, здесь, естественно, растет температура, растет содержание углекислого газа, растет содержание углекислого газа в природе, начинает бурно расти растительность, естественно, потому что углекислый газ – это один из 3 необходимых для растений, то есть вода, солнце, углекислый газ – это необходимый ингредиент для растений. И во время климатического оптимума растет там на пару градусов растет температура, соответственно, растет содержание углекислого газа, бурно начинает расти растительность, животные тоже едят траву, растения, растут люди, и происходит вместе с этим климатическим оптимумом происходит всплеск рождаемости всего, начинает расти население, у него есть пропитание, и у него растет население, и если вот в этой центре развитой культуры бронзового века, если на тот момент здесь это уже особо не имеет значения также, но не особо, потому что здесь на тот период уже развита культура сельского хозяйства, и развитое сельское хозяйство обеспечивает какой-то прожиточный минимум, круглогодичный, стабильно, они могут делать запасы. В принципе, эта цивилизация на том и строилась, на том и развивалась, что в отличие от регионов другого мира, здесь при развитой сельскохозяйственной культуре были запасы еды, и была в этом смысле стабильность, которая не зависела народонаселения от этих скачков, климатических скачков. И вот 1500 лет назад начинается это огромный большой климатический оптимум. В Европе, естественно, население этих европейских дикарей быстро растет. И они начинают там охотиться за своими оленями.
растет население, занимает все быстрее больше территории, олени съедают и приходят, а, естественно, ищут оленей по всему миру и находят эту богатую процветающую культуру и начинают ее со свойственным своему дикарству уничтожать, потому что понятие о цивилизации, о технологиях, о том, что нужно поддерживать, о том, что нужно это все, чтобы это построить, нужно тысячелетия, о том, что вот эти экономические связи, торговые связи, у этих дикарей о этих вещах понятий фактически нет, поэтому они успевают, при том, что достаточно длительное время шло вот это вот давление этих миграции этих европейских дикарей в культуру вот центра развития бронзового века, который они разрушили. Ну и здесь мы дальше видим с момента окончания вот этого климатического оптимума то же самое, вот этот период уже, этот период, где вот там только Александр Македонский у них там где-то появился, отметился вроде, а больше как такового ничего в этот период Греции не было. Все, что описывается, брехня и вранье, которое приписывается грекам вот в этот период, это на 99% брехня и вранье. Ну и дальше мы видим вот следующий климатический как бы оптимум, следующий всплеск. Это вот Римская империя развивается, там закончился климатический, начались холода, опять все это заморозилось, все. Потом следующий климатический оптимум, это вот так, это уже викинги, короче, опять там расплодились, хорошие климатические условия, пошли, всех разграбили, разворовали, где-то насели, и потом опять темные века, заморозка всего, и тут тоже совпадает, с другой стороны, вот видите, 1200 год, это уже наши эры, это уже монголо-татарская орда, те же самые процессы происходят, повышение температуры, повышение СО2, много травы, много скота, начинает народ очень плодиться, начинает толкаться, пихаться, сталкиваются уже, как бы места становится мало и идут захватывать территории, и это уже вот в средние века опять это замирает, и вот фактически до 19 до 18 века уже такое слабо текучее все в мире происходит, потому что это болезнь, период болезни, чума, холодно, кушать нечего, у всех ослабленный иммунитет, никто особенно никуда там идти воевать там армиями не хочет, населения не хватает и так везде. Ну, в общем, вот эти исторические процессы, они во многом обусловлены вот этими климатическими всплесками, оптимумами и противоположными ситуациями, как-то они называются, не пессимистическими, что-то такое, как-то у них название, это как бы антипод, климатический антипод вот этим климатическим оптимумом. В общем, такая история. На самом деле греки никаким центром цивилизационным в истории не были. Абсолютное большинство вот этих книг, философий, которые это все приписано. Если вы даже само слово история возьмете, то
В греческом языке нету даже корня, оно приписывается, что греки, вот там Геродот, отец там, истории, там написал там что-то. В греческом языке даже корня нету, вообще близкому к слову история нету. В официальном мире говорится, что древнегреческое слово история греческое слово история возникло от древнегреческого термина white. Где white, ну, что значит наблюдать. Где white и где history, там, history, где какая между ними, там, какая между ними связь, это вопрос очень большой к лингвистам, но если кто-то мне не верит, может сам пойти поискать и найдет то же самое, в лучшем случае, если найдет. Слово «история» берет свое начало от персидского, ну, арабского географа, этнографа, которого звали, ну, часть имени у него была Истахри. Он был из города в Персии, город Истахри, но он написал многих книга «Путей и странствий», которая первая из книг, которая была в Европе широко распространена, книга, которая была как бы о географии, о народах, которые живут в разных частях. В общем, это такое для политиков, для этнографов, для географов, для купцов. Это такой своеобразный путеводитель, самый, который был первый широко распространен в Европе. Вот эта книга Истахри, она примерно 1000 лет назад была в Европе широко распространена. И вот из этого названия этой книги, название, что автор ее Истахри, вот от этого в Европе появилось слово «история», которое сейчас приписывается грекам, как и многое-многое другое, что к грекам никакого отношения не имеет. Это выстроена такая модель исторической, культурной приемлемости, типа были древние греки, здесь как бы в регионе наследники вот Ахея, типа ахейцы, это наследники вот этой минойской, крито-микенской цивилизации, и вот они, вот от них пошла типа эта античная европейская цивилизация, культура, просвещение, а потом ее подхватили, как бы римляне ее подхватили, и вот все пошло в Европу, и из Европы уже просвещение пошло по всему миру. Это чушь собачья, просто собачья чушь. Все современные археологические данные, исторические данные фактически говорят, что древние греки, которые пришли то ли с Балкан пришли, то ли они по Черному морю пришли оттуда, то ли это викинги, на самом деле никто точно не знает, что это за... Ну, они, естественно, в итоге перемешались с этими народами, которые здесь поработили, уничтожили. Они, естественно, под корень никогда невозможно всех вырезать под корень. Всегда кто-то остается. И завоевателей в процентном отношении бывает не всегда подавляющее большинство в регионе. Никогда не бывает фактически. Здесь разница заключается в том, что в этих регионах, в которых была развита цивилизация, здесь уже в обществе происходит как бы общество, дифференциация происходит, люди, основная масса людей начинает делиться на сапожников, тружеников сельского хозяйства, появляются города большие, в которых там парикмахеры, булочники, художники, то есть люди, которые уже многими поколениями не держат в руки оружие, у них есть для этого небольшие там как бы эти
воеводства, какие-то там люди, которые смотрят, царь, какие-то там князья, которые следят за порядком, которые наказывают преступникам, которые защищают страну в каких-то ситуациях. И это уже не войны, и ценность жизни в этих регионах, естественно, с уровнем жизни растет, а где-то там в европейской тайге или азиатской тайге на тот момент, когда каждый человек это, ну, он должен и защищать себя, и кормить, охотник. Он, естественно, когда сталкиваются эти люди, у которых девиз или со щитом, или на щите, это люди, у которых или ограбить, убить, ограбить, или умереть от голода, это охотники. И сельскохозяйственная культура, естественно, они не могут против них противостоять, потому что это, в принципе, кочевники, которых их даже завоевывать нету смысла, потому что им нечего оборонять. То есть эти обороняют свои поля, свои торговые магистрали, свои эти, они привязаны к чему-то, а эти ни к чему не привязаны, это фактически кочевники. И это на протяжении всей истории этот процесс происходит. Викинги, а, вот викинги, они будучи отсталыми по сравнению со всеми, кого они завоевывали, но они завоевывали, потому что война для них это естественный способ выживания, потому что возвращаться на свои острова, где там все обглодано и одни камни, надо что-то награбить, чтобы там выжить. Или золото, чтобы купить, или еду привезти, или серебро привезти, или оружие привезти, чтобы продать, или рабов привезти, которых продавать, в общем. То есть это понятные вещи. Но основной посыл здесь в том, что вот эта муть, которую наводят и европейские как бы историки на весь мир, как бы не понимая, делая вид, что они не понимают, кто такие народы моря, это абсолютное исторического мошенничества, абсолютная наглость и вот эта вот мистификация. Потому что им просто невыгодно признавать, что народы моря это греки, это древние греки, это и вот эти европейские древние греки, потому что они вот, еще повторяюсь, выстроили себе свою такую концепцию, что древние греки это центр просвещения, культуры, цивилизации, нравственности и так далее, что является совершенно неправдой, это совершенное вранье. Древние греки были абсолютными ментальными варварами, убийцами, кровопийцами, насильниками. И просто европейская вот эта историография наводит тень на плетень и делает вид, что не понимает, кто такие народы моря. В общем, на этом все. По этому поводу всем салам алейкум.